я назвал свою проповедь «Стакан в лицо», Un es nosaucu savu sprediķi kā glāzi sejā, потому что хочу поделиться с вами этой историей. jo gribu padalīties ar šo stāstu. Один человек пришел к священнику, Kāds cilvēks atnāca pie priestera, они сидят, обедают, viņi sēž pusdienā, и священник спрашивает человека, ну, что в твоей жизни происходит? un priesteris vecāja cilvēkam, kas viņa dzīvē notiek. И этот человек рассказывает, Un cilvēks stāsta, и говорит, я читал Библию, там рассказывает о своих победах, о своих достижениях духовных. Es lasīju Bībeli, un man ir tur tādas garīgas uzvaras un panākumi. И говорит, ты знаешь, вот такой пришел момент в моей жизни, я реально умер для себя. Un šeit pienāca tāds brīdis manā dzīvē, kad es reāli nomiru priekš sevis. Священник сидит, Un priesteris sēž, берет стакан, раз ему в лицо. paņem glāzi un iešļauts viņam sejā. Компот ему в лицо. Kompatu. И он вскочил. Viņš to pielec. Да как вы смеете? Kā jūs uzdrīkstaties? Да что это? Весь мокрый. Что это? Kas tas ir? Viss te slapjš? Священник сидит спокойно. Un priesteris mierīgi sēž. Я просто хотел тебе показать, Es tev gribēju vienkārši parādīt, что ты не умер для себя. ka tu neesi sev nomiris. Мертвые не вскакивают. Mirušie neliec kājās. Мертвые не возмущаются. Mirušiem nav iebildumu. Я просто хотел тебе показать, Es tev vienkārši gribēju parādīt, что ты наполнен эгоизмом и гордостью. ka tu esi ar egoismu un lepnumu piepildīts. Друзья, не делайте так, пожалуйста. Draugi, nedariet tā, lūdzu. И я так никогда не делал, и, наверное, не буду делать. Es tā neesmu darījis un cerams nedarīšu. Конечно, если Господь скажет, то, наверное, придется. Tā kā ziniet, ja kungs teiks, tad nāksies. Кто-то думает, ну все, пастора в гости приглашать нельзя. Kāds domā, vislabāk neaicināšu ciemos. Друзья, это такой немножко, может быть, грубоватый пример, но он настолько ярко показывает нашу внутреннюю иллюзию. Tas varbūt tāds nedaudz skarbs piemērs, bet tas ļoti spoži parāda mūsu iekšējo ilūziju. Что мы смиренные, мы умерли для себя. Ka mēs esam pazemīgi, nomiruši priekš sevis. Друзья, в нас столько гордости, столько эгоизма. Draugi, mūsos ir tik daudz lepnuma un egoisma. Вот этого мерзкого, вонючего эгоизма от дьявола. Šī nešķīstā, šī riebīgā egoisma, kas no paša vēlna. Нам столько нужно над собой работать, над своим мышлением, над своим характером, Mums tik ļoti jāstrādā pie sava domāšanas, pie sava rakstura, чтобы избавляться от этой дьявольской гордости. lai tiktu vaļā no šī vēlnišķīgā lepnuma. Определение. Что Formulējums. такое смирение? Kas ir pazemība? Смирение Pazemība – это добровольное подчинение своей воли воле Бога. ir labprātīgi savas gribas pakļaušana Dieva gribai. Смирение Pazemība – это добровольное подчинение своей воли воле Бога. ir labprātīga savas gribas pakļaušana Dieva gribai. Соответственно, противоположность. А что же такое гордость? Un attiecīgi prestats, kas tad ir lepnība? А гордость – это умышленное противление воле Бога. Un lepnums ir apzināta pretošanās Dieva gribai. Когда человек знает, Kad cilvēks zina, что прелюбодеяние – это грех, ka netiklība ir grēks, умышленно идет против Божьей воли и прелюбодействует, это гордость, это сама гордость. apzināti iet pret Dieva gribu un dzīvo netiklībā, tas ir lepnums. Когда человек знает, Kad cilvēks zina, что идолопоклонство, идолослужение – это грех, ka elku kalpošana ir grēks, и все равно поклоняется идолам в своей жизни, могут быть любые идолы, разные, bet tāpatās pielūdz augs savā dzīvē, lai arī kas tas būtu, это грех, это гордость, сама гордость. tas ir grēks un tas ir pats lepnums. Давайте посмотрим на Иисуса. Paskatīsimies uz Jēzu. Иисус Христос, Бог, явленный во плоти. Jēzus Kristus, Dievs, kas izpaudās miesā. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Jāņa evaņģēlis 1. nodaļa. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Вначале было Слово, Iesākumā bija vārds. и 14 стих. Un 14. pants. И Слово стало плотью. Un vārds tāpa miesa. В Иисусе Христе, человеке Иисусе Христе, Слово воплотилось. Cilvēkā Jēzu Kristu vārds tāpa miesa. И евангелист Матфей, Матфея 11:29, он описывает,
Evaņģēlis Matejs, Mateju 11:29 saka, Иисус кроток и смирен сердцем. saka, esmu no sirds pazemīgs un lēnprātīgs. Евангелист Иоанн пишет в Иоанна 5:19. Jānis, evaņģēlis Jānis, Jāņa 5:19 raksta, Иисус делает только то, что видит у Отца. ka Jēzus dara tikai to, ko viņš redz tev darām. И поскольку сам Иисус смирен сердцем, Un tā kā viņš sirdī pazemīgs pats Jēzus ir, а делает только то, что видит у Отца, это говорит о том, что наш Бог смиренный. un viņš dara tikai to, ko redz tev darām, tas liecina par to, ka mūsu Dievs ir pazemīgs. Друзья, сам Бог смиренный. Draugi, pats Dievs ir pazemīgs. И Бог реагирует на смирение. Un Dievs reaģē uz pazemību. Прочитаем еще раз это место из Иакова, последнее место на сегодня, Иакова 4:6. Jēkaba 4:6 ir pēdējā rakstījot, ko mēs šodien apskatīsimies. Тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Bet viņš grib dot vairāk žēlstības. Tādēļ raksti saka, Dievs stājas pretī augstprātīgajiem, bet pazemīgajiem dod žēlstību. Именно смирение позволяет нам принимать Божью благодать в своей жизни. Tieši pazemība mums ļauj pieņemt Dieva žēlstību savā dzīvē. Наша гордость отталкивает Божью благодать, Mūsu lepnība atstum Dieva žēlstību, а наше смирение притягивает Божью благодать. bet mūsu pazemība pievelk Dieva žēlstību. Повторю, смирение – это не уничижение себя. Un atgādināšu, ka pazemība nav sevis nonicināšana. Я бедный, ничего не значащий червячок. Es esmu nabaga, neko nenozīmējošs tārps. Я там в земле копаюсь, я ничего не могу, я такой вот. Un es tur pa pīšļiem kapājos, rušinos un neko nespēju. У меня не получается Man nekas nesanāk. справиться с грехом, я бедный, несчастный человек. Tikt galā ar grēku, ka es nelaimīgais cilvēks. Это не смирение, это лжесмирение. Tā nav pazemība, tā ir viltus pazemība. Смирение Pazemība – это добровольное подчинение своей воле Бога. ir labprātīga savas gribas pakļaušana Dieva gribai. Когда я принимаю в свою жизнь то, что Бог обо мне сказал. Kad es pieņemu savā dzīvē to, ko Dievs par mani ir teicis. И посмотрите, Титу 2:11 написано, что явилась благодать Божия, Titam 1.12 teica, ka Dieva žēlstība ir atklājusies, спасительная для всех человеков. kas ir glābjoša katram cilvēkam. То есть Божья благодать, которая спасает, она явилась для всех людей на земле. Tātad Dieva žēlstība, kas ir glābjoša, viņa ir atklāta, dota visiem cilvēkiem, kas ir uz zemes. Почему же не все спасены? Kādēļ tad visi nav glābti? Гордость. Dēļ lepnuma. Вспомните, друзья, кто покаялся в Atcerieties, своей жизни перед Богом? kurš ir nožēlojis Dievu priekšā savā Кто dzīvē? был спасен покаянием? Kas tika glābts nožēlā? Вы не из христианской семьи, вы не от рождения, а вот именно жили мирской жизнью, а потом покаялись. Kas nav piedzimuši kristiešu ģimenēs, bet dzīvoja pasaulīgu dzīvi un tad vienkārši nožēloja? Большинство из нас. Lielākā daļa no mums. Как мы покаялись? Kā mēs nožēlojām? Смирением. Pazemībā. Смирением. Pazemībā. Мы смирились и пригласили Иисуса в свою жизнь. Mēs pazemojāmies un ieaicinājām Jēzu savā dzīvē. Как человек может получить в свою жизнь что угодно от Бога? Kā cilvēks no Dieva jebko var saņemt savā dzīvē? Исцеление, Dziedināšanu, процветание, uzplaukumu, благословение, svētību, освобождение. atbrīvošanu. Что угодно. Vienalga ko. Смирением. Pazemībā. Точно так же, Tieši tāpat, как и покаяние. kā arī nožēla. Только через смирение. Tikai caur pazemību. Смиренным Бог дает благодать, а гордым противится. Pazemīgajiem Dievs dod žēlstību, bet lepnajiem pretojās. У Бога есть много различная благодать для всех сфер нашей жизни. Dievam ir daudzveidīga žēlstība priekš ikvienas dzīves sfēras. И принимаем мы эту благодать только смирением, и другого пути, друзья, не Un существует. pieņemt šo žēlstību mēs varam tikai pazemībā. Nav cita veida. Друзья, Draugi, мы с вами знаем Божью волю. mēs ar jums zinām Dieva gribu. Мы знаем, что Бог желает для нас. Mēs zinām, ko Dievs vēlās priekš mums. Но имеет ли Божья воля для нас хоть какое-то значение?
Bet vai Dieva gribai jebkāda nozīme mūsu dzīvē? Соглашаемся ли мы подчинить себя Божьей воле? Vai mēs piekrītam pakļaut sevi Dieva gribai? Или мы умышленно Vai mēs apzināti ходим своими плотскими путями? staigājam savus miesīgus ceļus? Друзья, Draugi, нам нужно просто покаяние. mums vajag vienkārši nožēlot. Просто покаяться в своей гордости. Nožēlot savu lepnumu, Принести это перед Богом. nest to Dievu priekšā. И сказать: Господь, просто прости. Un teikt, kungs, vienkārši piedod. Прости мне мою гордость. Piedod man manu lepnumu. Прости мне вот эти мои плотские пути. Piedod šos miesīgos ceļus. Мне надоела эта гордость. Man tas lepnums jau ir apnicis. Написано, что Бог никогда не дает сверхсил, сверхмеры. Никогда. Ir teicis, ka Dievs nedod pārbaudījumu pārspēkam. Nekad. Может быть, ты борешься со своей гордостью и уже не знаешь, что с ней делать. Varbūt tu cīnies ar savu lepnumu un nezini, ko ar to darīt. А может быть, ты даже не видел, Un iespējams, tu pat to neesi redzējis. что на самом деле ты наполнен этой гордостью, но ты как бы не осознавал это. Ka tu esi piepildīts ar šo lepnumu, bet to neesi apzinājies. 2 шага. 2 soļi. Первое – осознание, Pirmais ir apzināšanās, что с этой гордостью надо что-то делать. ka ar šo lepnumu kaut kas ir jādara. Если вы ничего с ней делать не будете, она вас разрушит. Ja ar to neko nedarīt, tā jūs izpostīs. Гордость надо распять. Lepnums ir jāpiesīt krustā. Свою греховную плоть распять со страстями и похотями. Savu grēcīgo dabu pienaglo krustā ar visām kaislībām un kārībām И покаяться перед Богом. un nožēlo Dievu priekšā.